Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: о чем говорят, когда вас нету рядом. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, ваши энергии. Кто вы, кто пришел на расклад. Целеустремленный очень человек, никогда не сдается. Настроен на позитив, на позитивные какие-то эмоции. Вы не даете спуска какой-то ситуации, следите внимательно за ней. Может быть, даже та ситуация, когда вы находитесь в эпицентре каких-то вообще ярких событий. Может быть, находитесь в определенном в каком-то центре чего-то. Центр города, центр каких-то новостей, событий, где происходят события. У кого-то здесь жизнь как будто начала сейчас. То есть вы начали видеть какие-то краски на сегодняшний день. Не просто так жизнь идет, да, а что-то стали замечать, чувствовать, возможно. Также здесь смотрит женщина, которая всегда ухаживает за собой, вкладывает в себя и такая дальнозоркая, смотрите далеко вперед. Продумываете, просчитываете наперед планы свои какие-то. Вы отчаялись по поводу какой-то дороги. Что-то здесь у кого-то не получилось. Или кто-то куда-то не попал, не поехал и так далее. Могло быть какое-то отчаяние. Даже здесь вот хочется сказать, что ваша дорога прервалась на какое-то время. Но здесь именно карты указывают на то, что стоит сейчас переждать какой-то период. Не судьба вам туда сейчас ехать. Потому что, поехав туда, да, вы не обретете для себя то, чего вы желаете. Вот здесь человек еще такой, который не унывает, да, вот как-то вы стараетесь все равно поддерживать хорошее, позитивное настроение, настраивать себя на что-то лучшее после чего-то, на что вы обижаетесь или чем вы недовольны. Да, для вас это будет намного лучше, если вы переждете ситуацию и вы получите то, о чем вы желаете. Вы человек, который любит себя. Умная женщина и очень красивая. Также еще можно сказать интеллигентная, такая культурная, воспитанная дама. Можно сюда еще назвать женщина голубых кровей. У вас какой-то знатный род, у вас привычки какие-то, как у знати. Как у дворян, вот что-то такое есть. Любите вы жизнь свою не просто прожигать, а прожить ее счастливо. Тем самым наполняетесь каждый день чем-то или радуете себя чем-то. Устали от какого-то мужчины, устали от каких-то сложных отношений. Здесь у кого-то был выход из треугольников, из сложных, токсичных отношений. После чего вы, вот так хочется сказать, пошли в пляс, в разгул или дали себе какую-то свободу. А почему бы и нет? Да, время идет, чего я буду стареть, да? Мне нужно наслаждаться этой жизнью, пока есть у меня такая возможность. Также здесь женщина, которая никогда не упускает свои шансы. Вот вы знаете, женщина шансов и женщина, я бы сказала, каких-то веселых мероприятий или активного образа жизни. Может быть, еще то, что вы занимаетесь каким-то видом спорта. Может, хоть и дома, но все же, да, вы чем-то занимаетесь в движении. У кого-то даже элементарно может быть гимнастика лица. Старайтесь выглядеть свежо. Старайтесь вот как-то, знаете, тут обновляться, обновки.
Ну, держите себя в форме всегда, при любой ситуации, при любых условиях, такая женщина. И женщина, сразу говорю, которая не унывает, да, она постоянно вот на каком-то движении, на позитиве, дает какой-то размах. Ну, такая огненная, страстная женщина. И, знаете, ваша страсть, она выражается даже в вашей одежде, да, вот я такая страстная, жгучая такая. Здесь может быть блондинка, да, или брюнетка, такая жгучая брюнетка. Здесь показывают вашу какую-то манерность, но и ваш характер. Есть у вас характер. Для кого-то он может быть, как говорят, противный характер, да, вот. Для кого-то вы можете быть неудобные, так давайте скажем, да, по правде говоря. Вот неудобные вы для кого-то, у кого-то вы как кость в горле. Также вы являетесь человеком, который до конца отстаивает свою точку зрения, готов спорить. Вы, знаете, еще такой человек принципов. Вот я принципиально, да, вот такая вот. Принципиально вот пойду и вот скажу или скажу конкретно прямо в лоб. Вы никого не боитесь. Здесь показывает женщина бесстрашная. Женщина, которая перенесла какую-то боль и после этого стала именно бесстрашной. То есть вы на самом деле такая и чуткая можете быть. Но вы вот как-то, знаете, приуныли сейчас, приуныли. Хотя впереди тут какие-то счастливые перемены в вашей жизни идут. Здесь колесо фортуны, да и в принципе вы такая фартовая. Вам все, во всем везет или во многом чем везет. Перед вами открываются такие двери, перед кем-то они закрыты, вот перед вами открыты. Но есть у вас такая властность, да, такая жгучесть, харизма. Вот харизма прям тут и так и пышет, харизма. Вы умеете, хочется это слово сказать, гипнотизировать, под гипноз вводить. Такое чувство, что когда вы были в отношениях, как будто бы ваш мужчина чувствовал, что вы умеете гипнотизировать. Ну, человек, который на самом деле ничего не боится даже рисковать. Рисковали вы какими-то деньгами в прошлом, может быть, даже большой суммой, куда-то вложились, да, или теряли какие-то большие деньги. Но ситуация складывалась таким образом, что вам как будто бы это все потом обратно возвращалось сумма или потраченная, да, что-то такое. Бог вас любит, а вы поцелованная Богом. Вы точно поцелованная Богом, принцесса, королева, да, вот так можно сказать. Всегда на троне. Возвышенная может быть самооценка, но вы себя просто уважаете, защищаете свои границы, умеете, по крайней мере, защищать, умеете подколоть, умеете вот где-то, знаете, так жестко наказать словом, умеете послать, вот такая вы. Вы не из робкого десятка, это точно. Вы быстро вылазите из каких-то неловких, тяжелых, сложных ситуаций. Так, знаете, так скользко раз, так и вылезла. О вас очень много говорят, очень много говорят. В каких-то кругах вы даже являетесь такой бунтаркой, революционеркой. Ну, видят, что вот за вами пойдешь, много чего найдешь, да, вот так вот. Или если вас слушать, то обязательно будешь успешным каким-то, тоже посчастливиться в чем-то. Вот так люди о вас думают. Также показывают человека, который сейчас на данный момент сконцентрирован на себе, на своей внешности. Что-то вы в себе поправляете, корректируете, может быть, делаете какую-то операцию или какие-то процедуры, уколы там и так далее. Да? Кто-то здесь может активно заниматься каким-то видом спорта или борьбы. Здесь такие могут смотреть женщины, да, боевые. Здесь такая классика у вас, быть такой в форме, в спортивной форме и так далее. Ухаживайте скорее за своей фигурой. Вам важно, как вы выглядите. Потолстели вы, похудели вы, да, вы присматриваетесь к этому, следите за этим. Хорошо. Давайте посмотрим, о чем говорят, когда вас нету рядом. Ну, насчет говорят, это точно. Здесь об этой даме говорят.
Вы как-то самовыражаетесь, ярко очень. Вас везде видно, заметно. Или внешне это может быть, или это по характеристике вашей, по голосу, по манерам, поведению. Где-то вы выделяетесь. О чем говорят, когда вас нет рядом. Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте. О чем говорят, когда вас нету рядом. Что вам очень сильно повезло. Вас реально охраняют высшие силы. Вас реально Бог бережет. И здесь кто-то был именно свидетелем какой-то ситуации в вашей жизни, когда вас отвело от большой беды, хотя вот-вот уже нагрянуло. У кого-то здесь именно отвели от смерти. У кого-то отвели от какой-то, на самом деле, проблемы. Вы сами могли это почувствовать. Вот как что-то пронеслось, да, но чуть-чуть бы и вас задело. Это не касается, да, может и транспорта, но здесь может, в принципе, я говорю о ситуации, да, какая-то, что чуть-чуть бы и вас вот задело. Или вы были как на краю. О чем говорят? Тут мужчина вас говорит, что вам очень сильно повезло с вашей внешностью, с вашими данными и тем, что вы умеете делать. Какие-то у вас есть задатки, которые несут в себе серьезные перспективы, деньги и так далее. Я бы даже сказала успех. Здесь какой-то мужчина замечает ваше достоинство, ваши навыки и говорит о том, что такая женщина не пропадет, такая женщина всегда будет успешной. Или когда-то, да, вот она станет точно успешной. Ее все увидят или они заговорят, вот что-то в таком духе. Этот мужчина когда-то вам в чем-то помогал или материально содержал. Это может быть даже ваш муж на сегодняшний день или в целом даже вот последний муж. Тут показывает еще то, что именно мужчина этот говорит о том, что вы очень сильно себя любите. Никогда не переступите вы через себя. Вы всегда найдете выход из каких-то ситуаций. И вы четко знаете, куда вы идете. Также он видит в вас женщину, которая постоянно в каком-то обновлении меняет имидж, внешность. Какие-то вот ваши данные здесь подчеркиваются. Очень красивая и стабильная такая женщина. С ней можно построить замок. С ней можно построить будущее. С ней можно далеко пойти. Может быть, даже благодаря вам тоже можно здесь чего-то и добиться, получить. Также здесь человек вообще пребывает в неком таком шоке, да, о том, как вы все успеваете, как у вас удается быть и там одновременно, или делать несколько каких-то действий подряд одновременно. То есть здесь человек удивляется вашей вот этой вот энергии. О чем говорят? Здесь какая-то дама обсуждает ваших детей, вашу семью, ваши отношения. Скорее даже женщина интересуется вашей семьей, интересуется детками. И такое чувство, что данная дама могла как-то на вас воздействовать в прошлом. У вас могли быть даже, вот знаете, такого рода, можно так сказать, галлюцинации, или вам показалось, или это было на постоянной основе, вам что-то показалось, или вы что-то забыли, как помутнение какого-то рассудка, как, знаете, вот пелена перед глазами, ты идешь, но не видишь куда, ты идешь просто, да, по ощущениям. Вот так вы себя чувствовали в этом состоянии. Здесь могло быть влияние неоднократное, а несколько раз воздействовало именно с помощью магии. Она хотела разрушения вашей семьи, вашей пары. И как будто бы, да, это уже и произошло. Как будто бы это уже и произошло. Эта женщина очень часто ходит по каким-то гадалкам, по каким-то вот бабкам, да, вот именно колдует, кому-то что-то делает, солит в чью-то жизнь. А вот на ее пути сейчас вот как раз-таки тут дьявол еще рядом выходит.
то чувство, да, как будто бы ее засасывает. Засасывает в алкоголь, да, во что-то такое, что как раз-таки ее постепенно тянет на дно. Она еще пока об этом не знает. Но по сути, да, оно так и есть. Вот куда-то на дно ее тащит, в болото эта жизнь. За ее действия. Причем здесь действия, да, в вашу сторону агрессивные и активные были. Вот смотрите. А на сегодняшний день, да, вот эта дама, где закрыта от вас. Вы или не общаетесь с ней, или вообще, да, вот как-то, я бы даже сказала, постепенно, да, может у кого-то проиграться, вы отошли в сторону и прекратили общение. Здесь вот как будто бы у нее нету до вас доступа. Сложно воздействовать на вас, да, вы полностью как в каком-то коконе. А этот кокон является вот как раз-таки вашей защитой. И вот смотрите, у данной дамы сейчас скоро грядут проблемы. Возможно, уже были проблемы, и вот возвращается как будто данная проблема. А все потому, что здесь было именно негативное воздействие. Не только даже на вас, да, здесь могла воздействовать и на других людей. Вот когда у нее чего-то не получается, она бежит сразу колдовать, спрашивать, гадать. Здесь в ее жизни закрутятся именно какие-то такие события, связанные с неприятными переменами, даже печальными по правосудию. Здесь вот как справедливость восторжествует. Я бы даже сказала, в этом случае бумеранг возвращается. Хорошо, смотрим дальше. О чем еще говорят, когда вас нету рядом? Говорят, что вы такая, все у вас в порядке с головой, взвешенная, да, все продумает, все взвесит, анализирует. У вас порядок как будто бы в семье, в доме, в чувствах, в отношениях, в работе, во всем порядок вы соблюдаете, потому что вы порядочная женщина. Да, и внешность ваша здесь обсуждают, что вы выглядите вот именно, хочется сюда такое добавить, все вот как надо, ни много ни мало, да, или притом ярко, притом видно вас. Но это вот что-то такое, может быть, деловое, да, или вот что-то элегантное. Но все прям, знаете, со вкусом и все умеренным. Второе, сразу видно по человеку, как говорят о вас, что вы такая мудрая женщина, все вы понимаете, во всем вы разбираетесь именно по духовному плану. Также вы умеете наводить порядок на самом деле в доме, с друзьями, с общением каким-то, да. У вас однозначно какие-то вот ваше окружение, да, оно вот похоже на вас. Вы такая культурная, интеллигентная, соответственно, вас тоже окружают люди, у которых все в порядке с головой, адекватные люди. Видят вас и деловитость, вы деловая женщина. Женщина с характером, но деловая такая. И, знаете, даже какая-то вот глубокая, по общению очень-очень глубокая. С вами можно даже на какие-то духовные или религиозные темы поговорить. Или о чем-то таком, я бы сказала, невидимом. Невидимые силы, да, вот что-то о чем-то таком высоком, о высших силах, о чем-то даже глубинном. Я вот это чувствую, оно идет сейчас, да, но не могу это сказать, как это выразить. Но это на самом деле на высоком уровне у вас глубинные чувства. Ну, вы умеете работать или с подсознанием человека, потому что здесь еще второй человек, да, подтверждает, что вы хороший гипнотизер. Умеете, вот знаете, как вы скажете, так и будет. Или как вы даже произнесли, что вот я куплю себе красную машину, и вот смотришь, да, у нее через год уже красная машина. То есть
Вы вот как будто бы умеете исполнять желания. Или вы на самом деле, да, вот как сказала, так оно случилось. Ну, здесь, смотрите, тут говорят о вас, то, что за вами бегают мужчины, вы как-то закрываетесь. Вы такая гордая, у вас, знаете, вы с кем попало не пойдете ради чего-то, да, вот такая вы женщина. У вас, вы знаете себе цену, и вы знаете цель, для чего вам это нужно или кто-то нужен. Вот как-то так. Но в то же время, да, если какой-то мужчина и будет с вами, то вы такая собственница. Держите ухо востро, держите в каком-то даже, может, частично напряжение или своего мужика, да, вот как говорят, или вот не даете спуска. Вот так. И вы еще женщина такая бережливая женщина. То, что вы приобретаете это с душой, бережете это, цените это. Не просто так купила и валяется, а вы все бережете, аккуратно ко всему относитесь. Ну и сама с виду такая аккуратная, чистоплотная. Любите вот эту чистоплотность не только в одежде, в доме, да, но и в отношениях. То же самое. Поэтому вы являетесь той женщиной, которая не влазит в треугольники или быстро, если чувствует, что треугольник, выходит из этих треугольников. Вам нужна рядом опора, стабильность, надежность. Вот только тогда вы будете рядом. Вот так. О вас мечтают, знаете, о вас как о жене. Вот была бы это моя жена, например, да, или о чем-то таком. Здесь очень много интереса в ваш адрес со стороны противоположного пола. Но здесь вот, знаете, так скажу, что не всем вы достаетесь и легко. Не каждому вы по зубам. Да, есть у вас характер. Кто-то о вас даже переживает из-за вашего характера, что не может до вас как-то достучаться. Или все мои усилия напрасны, я стараюсь, да, вот, а она вот как-то не признает моих действий. А вам дела важны, вам надо, чтобы человек что-то делал. Здесь людям противоположный полу ваш адрес может очень много обещать, говорить, да, о чем-то, но по факту для вас не имеет это веса и значения. Поэтому действий вам надо, действий да побольше. Да, только тогда вы можете быть с кем-то. Опять-таки, вы тоже выбираете, вы не так вот просто вцепились, отношения ради отношений, чтобы было, да, с кем-то чего-то, ну просто, лишь бы было. Нет, вы лучше, знаете, я подожду, вы такая вы. И, кстати, и вы такая, на самом деле. Вы лучше подождете, вы не будете ввязываться. Может быть, да, в какое-то, так скажем, легкое общение, чтобы не было скучно, но навряд ли, да, вы начнете жить вместе, там, строить что-то ради того, чтобы кто-то был. Здесь очень гордая женщина, очень. Да, здесь высокая самооценка, говорят о вас. Вы наряжаетесь, да, у вас есть вкус, вы очень красивая. И, знаете, вам что не дай, что не одень на вас, да, вам все к лицу. Вот такая вы. Также здесь обсуждают еще вас, в том числе и женщины, да, которые могут смотреть на вас, лицезреть и завидовать вашей внешности или вашему одеянию. Видно, что одежка у нее дорогая, видно, что, да, она или из какого-то бутика, или из дорогих магазинов, или вот что-то у нее такое привозное, да, дорогое. Также видят на вас какие-то аксессуары, дорогие покупки, да, или в принципе видят, что вы такая дама, которая на всякую брехню, вот так назовем, не растрачивается. Она вот покупает что-то такое по-серьезному. Если сумка, так это какая-то дорогая или качественная очень сумка, или кожаная сумка, да, вот что-то в таком духе. Любите вы деньги, и это видно. Гонитесь за ресурсом,
Не гонитесь, это я неправильно выразилась, да? Вы умеете находить ресурс, вы умеете даже, может, и приумножать капитал. Вот такая дама, да, она не гонится, оно само ей вот как-то дается. Может быть, здесь, кстати, могут думать, что деньги у вас появляются за какие-то ваши красивые глазки, да, или где-то вы, может быть, с кем-то заигрываете и вам дарят подарки, ну, например. То есть, да, не просто так. Также могут думать о том, что вы хвастаетесь. Да, тут такая женщина, ей даже хвастаться не надо. Она уже вышла, и даже без макияжа, да, вот, и она уже победила. Вы вне конкуренции, так. Если между подругами, вы вот такая, знаете, королева бала. Вы рулите процессом, на вас все смотрят, возможно, даже с молодого возраста тоже. Очень горячая. Вот сразу говорю, мужчины, да, при виде вас здесь вот даже очень сильно возбуждаются. Смотрите, как. Да, вот только вы зашли, вся такая красивая. А могут еще, знаете, говорить разукрашенная, такая вот птица высокого полета, женщина голубых кровей. Вы голубых кровей. Ну да. Здесь, вы знаете, вы думаете более расчетливо. И вы, кстати, можете быть такая карьеристка. Вы сразу, если вам только что-то показать, вы сразу переводите тему в какой-то бизнес. Или что это можно продавать, что да, из этого можно что-то сделать. Вот сварить кашу. Вот какая-то вот такая вот об этом и говорят. О том, что вы любите на себя очень много тратиться или дорого тратиться. Вы на себя не поскупитесь, вот такая вы. Любите вкусно поесть, любите какие-то красивые места, да, у вас есть какие-то в жизни соблазны, связанные с материальным миром. Также, в принципе, вы такая, знаете себе цену и всегда выходите в дамки, в победители. Любите чувствовать себя комфортно, хорошо, да, чтобы хлеб был не пустым хлебом, а с маслом, да еще и с икрой, вот как-то так, а может и черный. Ну, такая женщина, может быть, вас называть, она привередливая, любит жить на широкую ногу, любит хорошо покушать, поесть. Ну и вообще, да, видят, сразу говорю, что у вас ресурсы, и это обсуждается. Это вот прям на повестке дня. Ваши красивые наряды, ваши красивые какие-то костюмы, ваша красивая внешность, ваше превосходство, да. Вас реально могут здесь называть, она что, королева, что ли? Или вот она королева такая, вот королевой называют. А почему нет? Да, здесь женщина на самом деле сделала себя сама, королевишна. И она этого заслуживает. Она этого заслуживает. Вот такая вы в глазах других людей. Но перед ней открываются все двери. Но вообще такая еще дама, вы многогранная. Та, которая на самом деле увлекается чем-то, тем, знаете, вы не стоите на месте, вы постоянно в развитии, или вот увлечения какие-то у вас есть. Об этом говорят. Также говорят еще то, что вы набиваете себе цену, вы любите поломаться, такая, знаете, тем самым набивает цену. Ну, и хитренькая. Хочешь все иметь, да, или хочешь много чего иметь, или получить желаемое, да, ты должна вот соблюдать именно какие-то, может быть, правила в жизни. У вас есть определенно какие-то правила, как они думают, что вы что-то соблюдаете. Может быть, встаете рано, принимаете холодный душ. Вы также можете и заявлять, да, что наглость второе счастье. Может кто-то, да, не все, но могут говорить о том, что наглость второе счастье. Притом так в шутку, да, люди воспринимают здесь это все так всерьез. Подруги вам завидуют очень много, но, знаете, держат вас на расстоянии, не пускают в дом. Здесь, кстати, может быть даже так, что женщины настолько завидуют, что могут ревновать даже своих мужчин к вам, да, что вдруг
она уведет. Коза такая. Вот так вот. Интересно. Обижаются на вас очень сильно из-за того, что у вас, из-за того, что вы звезда, из-за того, что вы всегда ярче, круче. И вы знаете, кто-то уже шел к успеху, подходил уже, и тут раз вы опережаете. Притом зашли последний, да, вот как так? У кого-то здесь очень сильная обидка, кто-то здесь конкретно на вас зуб точит. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе, и до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.